Меня зовут Ольга Паук. Я живу в поселке Октябрьский Гомельской области. Однажды на моей работе у нас случился трагический случай, и человеку стало плохо. Мы вызвали скорую, она очень долго не ехала, и когда она приехала, то я увидела, в каком действительно состоянии автомобиль. Автомобиль не скорой помощи, потому что в нем нет ничего для того, чтобы помогать человеку. И, к сожалению, медики констатировали смерть, и эта ситуация произвела на меня очень глубокое впечатление. И я поняла, что у меня тоже есть семья, у меня есть мама, у меня есть дети, близкие, родственники, которым в один день, возможно, тоже придется экстренно помогать. Но я понимаю, что наш район не располагает никакими способами быстрого спасения людей. Всем известно, что больницы в регионах и в областных городах очень по-разному оснащены, как врачами, так и оборудованием. И поэтому я решила заручиться поддержкой октябрячан, которые тоже в большинстве своем недовольны медицинским обслуживанием, и начала сбор подписей за покупку реанимационной машины в наш район. Мне казалось, что требование абсолютно логичное, абсолютно нормальное, то есть это для всех хорошее дело. Но оказалось, что я получила очень серьезное сопротивление со стороны местной власти, со стороны районной газеты, и против меня начали идеологическую войну. Мне до сих пор это непонятно, кому плохо я от этого сделала. Я сама начала сбор подписей в городском поселке Октябрьск, я выходила к Евроопту, потом я ездила в деревни района. И было собрано около 170 подписей, которые я отнесла в облздрав в Гомеле. Мы получили реакцию достаточно для меня неожиданную, то есть облздрав приехал к нам вместе со СМУШКО. Все это собрание было сделано только для того, чтобы сказать о том, что мы не имеем права на реанимационную машину, только потому, что нас мало. Я информацию провожу для того, чтобы было понятно, что доступность и качество медицинской помощи организована. Зачем, если нет показателей применения огнестрельного оружия в милиции, зачем милиции оружие? Такая же логика. Если показатели у нас не стреляют милиционеры, так зачем? Зачем на это тратить деньги, обслуживать? Пусть лучше будет 2 раза в год, но пусть он будет, чтобы люди знали, что у них такие же права, как права людей, живущих в Гомеле или в Минске. Сами бы вы хотели обслуживаться на таком автомобиле, как у нас есть? На таких скорых, чтобы вас возили? Или у вас более привилегированное обслуживание медицинское? Я не откажусь от любого обслуживания. Приезжайте к нам. Оказалось, что жителей Октябрьского района 13,5 тысяч недостаточно для того, чтобы у нас на станции скорой помощи была такая машина. Я как гражданин Республики Беларусь, который по всем описательным нормативным документам не отличается от жителя города, от жителя Минска, Гомеля, но я фактически лишена экстренной помощи при критической ситуации со здоровьем меня либо моих родственников. Я абсолютно не согласна с этой ситуацией, потому что есть Конституция, есть медицинские правовые акты, которые гарантируют равное, доступное медицинское обслуживание для каждого гражданина Беларуси, что прописано в стратегии 2020, которая на данный момент реализуется Министерством здравоохранения. Но мы здесь, в Октябрьском, этого не чувствуем. Поэтому следующим шагом стала вторая подписная кампания о том, что мы хотим обсуждать изменения нормативов, которые прописаны на сегодняшний день, о том, что мы живем в Беларуси, в социальном государстве, которое берет на себя обязанность заботу о гражданах. Государство, которое находится в состоянии мира, у которого как будто бы нет никаких экономических проблем, но в то же время нам рассказывают о том, что реанимационная машина в 21 веке это есть такая роскошь, которую, извините, достойны не все. В ходе второй подписной кампании мы собрали за один день больше 100 подписей, которые также были отправлены в облздрав. И снова же реакцию, которую мы получили, это был приезд делегации облздрава. На этот раз главным выступающим заявился Гридюшка, это заместитель председателя областного управления по Гомельской области. И это была возмутительная встреча, потому что они приехали для того, чтобы показать нам наше место, октябрячанам, рассказали нам о том, как нынешние нормативы хорошо выполняются в нашем районе, и что есть еще, между прочим, Лельчинский и Хойникский район, в которых все намного хуже. Электрокардиографы есть, дефибриллятор есть, аппарат искусственной вентиляции легких есть, пульсоксиметр есть, ингалятор лекарственных веществ, небулайзер есть, глюкометр есть. То есть все необходимое для оказания экстренной
достаточно лекарств, достаточно оборудования, шприцы, системы, все это есть и доставляется это все. То есть лекарственное обеспечение у нас в полном объеме, согласно всем протоколам. Вы же сами слышали, видели, были представители здравоохранения, представители населения ГП Октябрьский и Октябрьского района, которые выражают свое удовлетворение оказанием медицинской помощи на всех уровнях. И, собственно, встреча была закончена в очень краткий срок. Мне предоставили слово, но все это было выставлено в свете, что я борюсь за парламентскую кампанию. Вот, да, то есть наше государство не хочет помочь людям быть защищенными в медицинском вопросе, они стараются обвинить в том, что ты для себя какую-то выгоду имеешь. На самом деле подписная кампания была начата для того, чтобы помочь местной власти поднять уровень здравоохранения в районе, потому что мы понимаем, что иногда недостаточно слова одного председателя, да, на высоком уровне о том, что нам нужно. Нам могут легко ответить, что вы маленькие, что есть, тем пользуйтесь. Но когда выступает весь район, то, естественно, с таким мнением нужно уже считаться. Я надеялась, что наша местная власть, что наш главный врач, что наш идеолог, который заведует системой здравоохранения, поддержат меня, что они сделают что-то навстречу, чтобы наши рудобельцы почувствовали, что они тоже граждане Беларуси и имеют право на те же возможности, что и жители города. Реакция Гридюшка и сама встреча, которая прошла по обсуждению коллективного обращения, меня не устроило, потому что ни один вопрос не был обсужден из этого обращения. Поэтому после такой наглой реакции, собственно, я обратилась в Министерство здравоохранения, прикрепила туда стрим нашей встречи, прикрепила обращение от рудобельцев с просьбой рассмотреть все-таки наше обращение, потому что по факту его не было. И спасибо министерству, которое отреагировало, да, была собрана повторная встреча. Естественно, ни больница, ни представители больницы, ни представители местной власти, ни сам облздрав, они не намерены обсуждать возможность повышения этих нормативов. Нормативы данные социальные какой-то необходимости на данном этапе менять нет, что они уже показаны, тот социальный минимальный стандарт, который должен быть для каждого района. Единственное, что мы услышали о нормативах, это не то, как они повышаются, а как они понижаются, потому что, например, водителю и фельдшеру теперь не платятся какие-то санитарные надбавки за работу санитара, которых у нас по штатному расписанию в больнице совсем нет. И оказывается, как Ольга Вячеславовна заметила, что в 2014 году эти надбавки были оптимизированы, да, и их просто не стало. И мы видим ситуацию, когда государство очень легко снижает вот эти минимальные стандарты, но повышать их абсолютно не спешит. Конечно, облздрав не имеет достаточных полномочий для того, чтобы решить такую проблему, поэтому мы будем обращаться в вышестоящие инстанции, просто мы проходим все ступени, потому что понимаем, если пойти сразу вверх, то придется все равно начать сначала. Но мы задали конкретные вопросы, например, о том, как планируется годовой бюджет больницы с учетом социально-экономического положения жителей района, как учитывается географическое расположение района. Также мы хотим узнать, как обстоят дела с ФАПами, так как это первый пункт помощи на селе. Очень многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии, и принимать их за медицинское учреждение абсолютно нельзя. Сейчас мы ждем письменный ответ, с которым мы, конечно, обратимся в вышестоящие инстанции. Мы будем добиваться пересмотра на уровне республики. Стартует новая парламентская сессия. Я надеюсь, что будут избраны люди ответственные, люди, которые действительно хотят, чтобы Октябрьский район не умер, чтобы в нем не стало с 13,5 тысяч 10 тысяч жителей. Я надеюсь, что нам помогут, и, возможно, мы будем обращаться даже в администрацию президента, потому что президент дарит, бывает, школьные автобусы, коров. Может быть, он и нам подарит тоже реанимационный автомобиль.